18. märtsil algas minu stažeerimine Lätis Režekne tehnikumis. Minu teekond algas Pärnu bussijaamast. Edasi tuli Riia, kus jäi pisut aega ka vanalinnas jalutada. Õhtuks aga toimetas järgmine buss mind juba Režeknesse. Tere! Nüüd olen jõudnud Režeknesse, Režekne tehnikumi, mis oli minu reisi sihtpunkt. Siin on meid väga lahkelt vastu võetud ja siin on kõik väga ilus ja huvitav. Laua ümber on kogunenud Režekne tehnikumi juhtkond. Мы очень рады, что к нам приезжают ученики из соседних стран, в том числе из Эстонии. Мы очень рады принять эстонских учеников из Ида-Вирума и в прошлом из Нарвской профессиональной школы для прохождения практики у нас в наших учебных лабораториях. Мы надеемся, что в техникуме проведенное время для учеников Эстонии пройдет с положительным результатом и что они научатся чему-то новому и улучшат уже свои навыки, которые приобрели в школах Эстонии. Резекненский техникум достаточно большое учебное заведение по меркам Латвии. Мы имеем 1000 учеников и обучаем специалистов по 12 разным специальностям. Это и программирование, это даторные системы, это строители, повара, специалисты гостиницы, деревообработки и автомеханики и другие. Так что надеемся, что в дальнейшем мы будем сотрудничать. Мы очень рады, что мы можем также и своих учеников в программе Erasmus+ отправить в Эстонию. Наши ученики тоже приезжают. И у нас всегда конкурс среди учеников, когда мы объявляем уже очередную практику в программе Erasmus именно в эстонскую Ида-Вирума профессиональную школу. Я надеюсь, что и впредь мы будем сотрудничать, и у нас и впредь будет очень много чего, что мы сможем друг от друга учиться и перенять в своих школах. Спасибо. Доброе утро. Я Солвита Павловска, заместитель директора по воспитательной части в Резекненском техникуме. Немножко расскажу о том, какие самые, может быть, главные интересные события и мероприятия у нас проходят. У нас очень активная культурная программа. У нас ученики поют в смешанном хоре, участвуют также в народном танцевальном коллективе. У них есть возможность обучаться на музыкальных инструментах. У нас есть кружок гитаристов и инструментальная группа. Также у нас много секций по разным видам спорта. Волейбол, флорбол, настольный теннис и другие виды спорта. Но мы очень рады, что могли показать ученикам из Эстонии, также как у нас работают эти кружки. Они принимали участие конкретно в занятии вместе с гитаристами. И также они приходили к нам, к ученикам на наш парламент учеников. Рассказали о своем училище, о лабораториях, какие у них есть, о том, как они проводят свое свободное время. Также у них развязалась интересная дискуссия с нашими учениками насчет стипендий, насчет платы общежития. Ну и мы пришли к выводам, что некоторые вещи, лучше в Эстонии, в школах, но некоторые все-таки у нас. Ну и они мы записали какой-то опыт и будем об этом разговаривать конкретно уже с директором.
Ну и они тоже сказали, что вот насчет стипендий, например, у нас намного лучше опыт. Также мы очень рады, что ваши студенты смогли посмотреть очень многокультурную программу здесь, в Латвии, посетить, ну еще не посетили, но посетят столицу Латвии, Ригу, и поедут они вместе с смешанным хором на такой дружественный концерт с другим хором в Риге. Minu ja Ida-Virumaa praktikantide heaks haldjaks Režeknes oli Svetlana Mikanova. Tema hoolitsus meie eest oli lihtsalt suurepärane. Kui oli vaja, tõi apteegist rohtusid, kontrollis, kas meie poisid õigel ajal õiges kohas oleksid ja korraldas tohutu hulga ekskursioone. See on Svetlana enda kodukohas olev Lužnava mõis. Добрый день. Мое имя Светлана Миканова. В Резекненском техникуме я являюсь координатором мобильных Erasmus+ проектов. Можно сказать, что у нас в этом году двойной юбилей. 15 лет исполняется, как мы послали в Нарвский профессиональный учебный центр свою первую группу в одной из наших учебных структур. Это группа из 14 компьютерных техников, 4 недели практиковалась в Нарве. И второй юбилей – это 5 лет, как мы начали принимать эстонских студентов, сначала из Нарвы, потом уже из Jihvы, и вот уже в этом году из Sillamäe. Поэтому можно сказать, что с Ida-Virumaa Kutseharidus-Keskuse центром у нас очень-очень уже большой опыт. Мы посылаем туда своих студентов, мы принимаем эстонских студентов, и также происходит обмен в плане учителей. Мне кажется, что это очень-очень хорошая возможность, челлендж для всех нас обмениваться опытом, делиться своими знаниями, а также познавать нашу культуру. Спасибо за внимание. Спасибо Калле за этот прекрасно смонтированный ролик. Aga nüüd nendest paljudest ekskursioonidest, mida Svetlana meile korraldas. Režekne on väga vana linn oma pika ajalooga. Siin on leida nii vana kui väga huvitavat uut. Režekne tehnikum aitas taastada kohaliku juudi sünagoogi. Minule oli see esimene sünagoogikülastus elus ja sain teada paljugi uut. Režekne noortekeskus Zeemals ehk Pliiats on ülimoodne kõverate tornidega ehitis. Siin tegutsevad kõik võimalikud noorte huviringid. Kohalik kõrgkool, Režekne tehnoloogiaakadeemia. Eriliselt huvitavad olid meile robootika ja 3D printimise laborid. Kontserdimaja Gors, nimetatud ka kui Latkale saatkond. По задумке авторов, это гончарная печь культурная, белая сторона это снаружи, внутри черная и символ огня это оранжевый и красный. Iga linn võiks sellise hoone üle uhke olla. Siin on moodne kinosaal, suur 1000-kohaline saal, prooviruumid, toimuvad näitused ja festivalid. Minu viimasel päeval sõitsime ekskursioonile Daugavpilsi, et tutvuda kindlusmuuseumi ja linnaga. Tāds tukšums dvēselē, ka baigi kļūst. Nu vai tad kāds no tā sev kaut ko gūst? Tik sāpe manā sirdī par tevi stāsta un cerības kā zvaigznes. Pärast seda kõike oli aeg istuda bussi, võtta kaasa muljed ja mälestused ning asuda koduteele.